3 этапа выхода из пандемии. Какие поручения дал глава региона правительству? Расскажем о заседании оперативного штаба. Отсрочка платежей до 6 месяцев. Кредитные каникулы. Для кого, на какой период и как их получить? В Магасе продолжаются работы по реконструкции моста. Расскажем о качестве и сроках строительства. На телеканале «Ингушетия. Новости 24». Здравствуйте. Продления нерабочих дней не будет. Семьям с детьми будут оказаны новые меры поддержки. С 12 мая нужно создать условия для восстановления работы базовых отраслей: строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика. Махмуд Али Калиматов принял участие в совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах поддержки граждан и экономики страны. Встречу в онлайн-формате провел глава государства. Здесь же Владимир Путин обратился к гражданам России. Напомню, что к сегодняшнему дню все регионы должны были сформировать соответствующие планы. Сделать это на основе рекомендаций, подготовленных правительством, Роспотребнадзором совместно с рабочей группой Госсовета. Как мы и договаривались, такие планы должны учитывать реальную ситуацию на местах, обеспечивать строгие требования безопасности, защиты жизни и здоровья людей, опираться на выверенную оценку уровня и степени возможных угроз. И решающее слово здесь принадлежит врачам и специалистам. Именно с учетом их мнения подготовлен указ, который сегодня мною подписан. Он станет правовой основой для продолжения совместной работы федеральных властей, регионов и муниципалитетов по борьбе с эпидемией коронавируса. Вы знаете мою позицию. Она неизменна. Главное для нас – это жизнь, здоровье, безопасность людей. Сегодня, 11 мая, истекает ранее объявленный период нерабочих дней. В общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более 6 недель. Эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии. За счет этого мы получили ресурс времени, который использовали прежде всего для того, чтобы существенно повысить готовность всей системы здравоохранения на случай обострения эпидемиологической ситуации. Число специализированных коек, оборудованных для лечения осложнений болезни, возросло у нас с 29 тысяч до 130 тысяч. Сформирован запас оборудования и техники. В том числе, что сейчас критически важно, создан резерв аппаратов искусственной вентиляции легких. И слава Богу, конечно, что он не востребован в полном объеме. Задействована лишь его незначительная часть. Все это означает главное. В каждом регионе страны есть готовность, все необходимое для того, чтобы оказывать людям с тяжелыми осложнениями специализированную, в том числе реанимационную помощь. Подчеркну, практически всем, кто в ней нуждается. Что еще крайне важно? Врачи сейчас знают о болезни гораздо больше, чем в начале эпидемии. У них есть и собственный опыт, и практика зарубежных коллег. Отработаны новые методики лечения с использованием эффективных препаратов, производство которых мы также существенно нарастили. Как показал мировой опыт, именно неготовность, перегрузка систем здравоохранения стали основной причиной высокой смертности. Не позволяли спасти тех, кому можно было помочь. А мы, повторю, сейчас можем оказывать такую помощь. И благодаря заранее принятым мерам уже сохранены, можно это сказать без всякого преувеличения, сохранены многие тысячи жизней. Конечно, решающая роль здесь принадлежит врачам, медицинским сестрам. У них, кстати, завтра, по-моему, профессиональный праздник. Поздравляю вас. Всем медицинским работникам. Мы все
граждане страны, вновь и вновь благодарим их за поистине самоотверженную работу. Понимаем, как им трудно и с каким мужеством и достоинством они исполняют свой профессиональный долг. Обращаю внимание всех руководителей, в том числе контрольных и надзорных ведомств. Сегодня мы обязаны помочь медицинским работникам, обеспечить их всем необходимым, но и тем более не трепать им нервы, не отнимать их драгоценное время на отчетность, излишнюю отчетность и лишние проверки. Я прошу правительства принять на этот счет все исчерпывающие решения. Что еще принципиально изменилось за прошедшие недели? Мы на порядок нарастили масштабы тестирования. Начинали с 2500 в начале марта. Сейчас каждый день проводится около 170 тысяч тестов. Это один из самых высоких показателей в мире. Но дело, разумеется, не в цифрах. Главное, что теперь у нас есть возможность выявлять инфекцию на ранних стадиях, в том числе у тех людей, у которых нет симптомов болезни. Это позволяет предотвратить ее тяжелые последствия и тяжелое развитие, защитить самого человека и оградить тех, кто находится с ним рядом, родственников, коллег по работе и так далее, пресечь распространение инфекции. Конечно, граждан волнует, тревожит ежедневно публикуемая информация о новых случаях заражения. Это понятно. Но потенциальная опасность заключается сейчас как раз в том, сколько случаев не увидели, пропустили. Повторю, чем эффективнее мы будем проводить тестирование, выявлять новые случаи заражения, в том числе скрытые, тем быстрее преодолеем эпидемию. Уже к середине мая мы практически удвоим число тестирований, доведем их до 300 тысяч в сутки. Прошу правительство, Минздрав и дальше наращивать эту работу. Все принятые меры, о которых сказал выше, позволяют нам переходить к следующему периоду борьбы с эпидемией, к началу поэтапного выхода из режимов ограничений. У этого периода есть принципиальные особенности. Прежде всего, такой выход не может быть одномоментным. Нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом. Кроме того, выход или смягчение режимов ограничений должны проходить при строгом соблюдении всех условий, санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей. И еще один важнейший момент. У нас большая страна. Эпидемиологическая обстановка в регионах разная. Мы и прежде учитывали этот фактор. А на предстоящем этапе надо действовать еще более тонко, внимательно. Нельзя руководствоваться общей калькой, потому что в одних регионах определенные действия могут создавать неоправданные риски для граждан, а в других, напротив, привести к неоправданным ограничениям для жизни людей, деятельности предприятий. Поэтому с завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется. Причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная. И случаи новых заражений носят пока даже единичный характер. Но нам нельзя допустить срыва, отката назад, новой волны эпидемии и роста тяжких осложнений. Повторю, выход из режимов ограничений быстрым не будет. Он потребует значительного времени. Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах, вплоть до полного завершения эпидемии, необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением. Разумеется, по всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия. И, конечно, всем надо строго выполнять санитарные правила.
Это касается работы организаций, предприятий, магазинов, сферы услуг, транспорта. Режим повышенной безопасности должен сохраняться и для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов. Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома. Часто в разлуке со своими детьми, внуками, но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. Режим ограничений пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса, чтобы эта опасность быстрее прошла. Очень важно сейчас, обращаюсь ко всем участникам совещания, уделить внимание работе интернатов, домов престарелых. Люди, которые находятся, живут здесь, требуют особого ухода и заботы. А в силу возраста наличие у многих из них хронических заболеваний сейчас вдвойне уязвимо. Повышенную нагрузку, риски несут и сотрудники социальных учреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на 3 месяца с 15 апреля по 15 июля. Сразу оговорюсь, что полагающиеся выплаты за уже прошедший апрель люди также обязательно получат. Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за 2-недельную смену. В случае, если они непосредственно оказывают помощь больным, зараженным коронавирусом, 60 тысяч рублей. Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала 25 тысяч рублей. А если они работают с заболевшими людьми, 35 тысяч рублей. Для младшего персонала 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала 10 и 15 тысяч рублей. Далее, вновь повторю, ситуация в регионах различная, отличается. Именно поэтому субъекты федерации ранее получили возможность принимать гибкие решения, соразмерные уровню рисков. Сегодняшним указом эти полномочия подтверждаются. То есть главы регионов, опираясь на анализ ситуации, на мнение главных санитарных врачей, будут принимать решения о характере ограничительных и профилактических мер, о том, как, в какой последовательности их можно постепенно смягчать или сохранять. А если этого требует обстановка, может быть, даже и дополнять. Отдельно остановлюсь на порядке деятельности предприятий. Естественно, как и прежде, продолжат работу все государственные и муниципальные органы власти, организации так называемого непрерывного цикла, медицинские учреждения, аптеки, финансовые структуры, торговля продуктами питания и товарами первой необходимости. Кроме того, начиная с 12 мая, везде, где это возможно, необходимо создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики. А это строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных ископаемых. Здесь занято значительное количество работников. И работа для них – это зарплата, благополучие семьи. И, что очень важно, деятельность таких предприятий не связана с необходимостью прямого контакта с потребителями. А значит, есть возможность возобновления работы с низкими рисками. Естественно, при соблюдении всех санитарных норм. При этом у руководителей регионов, с учетом ситуации на местах, рекомендаций санитарных врачей остается право по согласованию с правительством Российской Федерации ограничивать или даже временно приостанавливать деятельность предприятий. В том числе и в том случае, если меры санитарной безопасности объективно не могут быть там обеспечены. Если такое решение принято за сотрудниками предприятий, деятельность которых пока приостановлена, как и прежде, сохраняется заработная плата. Это принципиальное требование.
Поручаю главам регионов держать этот вопрос на контроле. Что в этой связи хочу особо подчеркнуть. Вынужденное ограничение работы в марте-мае негативно сказалось на многих секторах экономики. Мы сформировали и постоянно расширяем перечень пострадавших отраслей и предприятий. Предусмотрели для них поддержку на федеральном уровне, чтобы малый и средний бизнес, системообразующие компании сохраняли занятость, свои трудовые коллективы, не накапливали долги по заработным платам. Уже принятые меры такой поддержки мы обязательно сохраним. Но сейчас, в момент перехода к восстановлению деловой жизни, мною принято решение о новом пакете мер по поддержке граждан и экономики. Мы с правительством это все подробно проработали. Об этих мерах сегодня скажу отдельно. Вместе с тем обращаю внимание, если руководители регионов будут вынуждены принимать решения о приостановке деятельности предприятий, которые не входят в перечень пострадавших отраслей, то они должны будут предусмотреть свои инструменты поддержки таких компаний, занятости их сотрудников, также обязательно согласовав такие меры с федеральным правительством. Сейчас ответственность регионов всех уровней власти буквально за каждый шаг исключительно велика. Это касается и реализации всех профилактических мер, и четкой обоснованной линии на постепенное снятие ограничений. Определение режима работы конкретных предприятий. Граждане, бизнес, все мы заинтересованы в том, чтобы экономика быстрее возвращалась в привычный, нормальный ритм. И опыт многих регионов, в том числе Москвы, где с завтрашнего дня возобновят работу все строительные и промышленные предприятия, показывает, что есть возможность обеспечить их устойчивую и в то же время безопасную деятельность, даже в сложных эпидемиологических условиях. Но, повторю, это должны быть детально просчитанные решения глав субъекта федерации. Опасно безрассудно забегать вперед, но и сидеть, сложа руки, уклоняясь от ответственности, также нельзя. Нужно пройти между Сциллой и Харибдой, уважаемые коллеги. Прошу коллег из правительства, из рабочей группы Госсовета продолжать оказывать необходимую помощь, экспертную поддержку регионам при реализации их планов постепенного выхода из режимов ограничений. Впереди у нас сложный и долгий процесс, который не дает нам права на ошибку. Жду от вас предельной концентрации, самого высокого уровня готовности для оперативного реагирования на любой сценарий развития событий. Уважаемые коллеги, эпидемия, вызванные ею ограничения, сильно ударили по экономике и социальной сфере. Нанесли урон благосостоянию миллионов наших граждан. Доходы у многих снизились, а непредвиденные расходы, долги только растут. Это касается и работников, занятых в самых разных отраслях, и предпринимателей, которые ведут свое небольшое дело. С самого начала мы приняли принципиальное решение – помогать прежде всего людям и прежде всего нашим гражданам, которые нуждаются в этой поддержке. И ключевым критерием поддержки бизнеса, системообразующих предприятий также стало сохранение занятости и заработных плат, доходов сотрудников. Вместе с тем, как уже сказал, сейчас, когда мы только начинаем выходить из режимов ограничений, когда у людей и бизнеса накопилось немало проблем, нужны дополнительные действия, прямая помощь гражданам. Дорогие друзья, я попрошу сейчас особого внимания у тех людей, которых предлагаемые меры поддержки и будут напрямую затрагивать. Все должны знать свои права, а органы власти их, безусловно, обеспечить. Итак, прежде всего, речь идет о семьях с детьми. Заботы у них хватает всегда, а сейчас, если семья лишается привычного дохода, то ей приходится очень непросто. Тем более, если кто-то из родителей, а еще хуже оба, временно остались без работы.
Такое тоже бывает, к сожалению. Как вы знаете, уже предусмотрены дополнительные выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал в размере 5000 рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Эти деньги семья будет получать 3 месяца с апреля по июнь. Кроме того, по 3000 в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка положены семьям, где родители временно потеряли работу. Такие выплаты также осуществляются в течение 3 месяцев. Далее. Мы приняли решение, что нуждающиеся семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на детей с 3 до 7 лет включительно. Сделать это раньше, не с 1 июля, как предусматривали в свое время, а с 1 июня. Обращаю внимание, такие выплаты начисляются, как и говорил в послании, с начала текущего года. Таким образом, семья, подав заявление уже в июне, разово получит все причитающиеся деньги за первое полугодие текущего года. В среднем, подчеркиваю, в среднем, это 33 тысячи рублей на одного ребенка. И такая семья в дальнейшем будет получать регулярные выплаты уже ежемесячно. В среднем по стране это порядка 5500 рублей на одного ребенка в месяц. Однако, полагаю, что сегодня и этого недостаточно. В прямой поддержке государства сейчас нуждается значительно большее число семей с детьми. И созданные нами в последние годы благоприятные для развития экономики макроэкономические условия, оздоровление банковской финансовой системы страны и накопленные резервы позволяют нам принять дополнительные решения по поддержке людей. В этой связи первое. Предлагаю в 2 раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать. Второе. Уже говорил о дополнительных выплатах на каждого ребенка до 3 лет для семей, имеющих право на материнский капитал. Но у нас много и семей, у которых этого права нет, потому что малыш родился до 1 января текущего года, то есть до той даты, с которой введен новый порядок предоставления материнского капитала, в том числе и на первого ребенка. В этой связи предлагаю также установить для таких семей ежемесячную выплату в 5000 рублей. Причем не только в мае и июне, но и за апрель, то есть тоже задним числом. Таким образом, выплаты по 5000 рублей на ребенка в месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до 3 лет. И, наконец, еще одна мера поддержки семей с детьми. С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 лет до наступления 16-летнего возраста. И хочу подчеркнуть, сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное, справедливое решение. Для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно. Помощь должны получить все, кто в ней нуждается. В общей сложности такую поддержку получат 27 миллионов российских семей от младенцев до учеников школ. С завтрашнего дня можно обратиться дистанционно с помощью портала госуслуги с заявлением на получение такой единовременной помощи. Также Путин акцентировал внимание на том, что необходимо максимально снизить риски дальнейшего роста безработицы. Уже принятые меры поддержки экономики, направленные на обеспечение устойчивости работы предприятий, нужно исполнять. Самозанятым предложено вернуть их налог на доход, уплаченный в 2019 году в полном объеме.
Также им предлагается предоставить налоговые выплаты в размере 1 МРОТ. Ряд платежей, кроме НДС, бизнесу предлагается списать за второй квартал 2020 года. Мера распространяется и на индивидуальных предпринимателей. Микрофинансовым структурам предлагается провести докапитализацию. На эти цели направляется 12 миллиардов рублей. Кроме того, для ряда регионов запреты пока остаются. Так, в Ингушетии срок режима самоизоляции продлен до конца мая. Жителям республики с 12 мая рекомендуется исполнять индивидуальные средства защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах, на объектах торговли и в транспорте, включая такси. Ну а теперь данные Оперштаба по коронавирусу. 11 656 больных выявлено за минувшие сутки в России. Общее число болеющих составляет 221 344 человека. Выздоровели 39 801 и 2009 скончались. В Ингушетии официально подтверждено 1245 случаев заболевания, 65 в тяжелом состоянии, 21 находятся на ИВЛ. Выздоровели 287, умер 31 человек. В связи с продолжающимся режимом самоизоляции и ограничения передвижения жителей Ингушетии глава региона поручил правительству, главам муниципальных образований совместно с МЧС провести дезинфекционную обработку в учреждениях социальной направленности, офисах, на предприятиях в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции и подготовки к поэтапному выходу республики из режима самоизоляции. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба. Снятие ограничений, по его словам, может начаться с 1 июня. При этом глава субъекта подчеркнул, что любая поспешность в ослаблении режима в ситуации с коронавирусом может обернуться откатом назад. Поэтому напряженная работа по борьбе с пандемией, когда от всех требуется предельная собранность, будет продолжена. Руководитель управления Роспотребнадзора по Ингушетии Борис Камурзоев отметил, что на каждом этапе предполагается расширение перечня общественных пространств, где люди будут контактировать между собой. Далее был представлен проект предложений по выходу из пандемии. Первый этап с 1 июня. Будет разрешена работа адвокатских, нотариальных контор и организаций, оказывающих юридические услуги. Разрешена работа транспортных узлов, междугородних и межрегиональных перевозок. Возобновлена работа аэропорта и всех других видов транспорта в прежнем режиме. Второй этап с 20 июня. Разрешена работа объектов спорта на открытых площадках и аренах для индивидуальных занятий. Работа торговых центров и магазинов по продаже непродовольственных товаров, объектов сферы услуг. Третий этап с 15 июля. Открывается доступ в парки и скверы, детские площадки и развлекательные центры на открытом воздухе с соблюдением необходимой дистанции между гуляющими. Начинают работать отели и предприятия общественного питания. Возобновляется работа предприятий торговли и сферы услуг, без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта. Возобновляется работа всех образовательных учреждений. Было отмечено, что особое внимание рекомендациям Роспотребнадзора должны уделить работодатели. На крупных предприятиях нужно предусмотреть регулярную санитарную обработку служебных и производственных помещений, пищеблоков, мест общего пользования. Необходимо проводить постоянный мониторинг состояния здоровья сотрудников, обеспечить наличие средств профилактики. Руководитель ведомства подчеркнул, что по всем планируемым мероприятиям возможна корректировка как в сторону ужесточения, так и в сторону смягчения режима, в соответствии с прогнозами и анализом складывающейся по факту эпидемиологической обстановки в регионе. Мы должны показывать цифру, какая она есть. Понимаете? Не надо бояться цифры. Это страшная цифра. Нам надо быть очень внимательными. Они у нас обоснованные. Вот это самое главное. Пишите все как есть. Если у нас волна молодых пошли, то сказать, нельзя дома лечиться. Нельзя дома лечиться. И если вдруг, у нас дополнительно еще Минобороны разворачивает, они за день, за два разворачивают нам со своими специалистами и оборудованием полностью. То есть мы подготовились, у нас нет проблем с этим. И не будет, местами я имею в виду. Поэтому людям надо разъяснить, самолечением не занимайтесь. Самое главное, не останавливаться, разъяснять людям, не успокаиваться, разъяснять каждый день. Сегодня мы должны каждую жизнь спасать, каждую жизнь возможную. А это и предупреждение, профилактика. Вас всех сидящих прошу, от вас зависит очень многое. Вы руководители.
Просьба к вам. И свой личный состав, и свои подразделения берегите. Значит, пусть они дистанционно сидят, дома сидят. Лучше пусть не появляются. Понимаете? Можете обойтись без кого-либо, оставьте их. У всех есть гаджеты, у всех есть планшеты, компьютеры, скинут там в 3 секунды. Большая часть священного месяца Рамадан позади, и традиционно завершение поста сопровождается праздником Мархаш. Он проходит с обилием еды и гостей. Но сейчас, в период пандемии и из-за большой угрозы заражения COVID-19, духовенство рекомендует жителям Ингушетии воздержаться от предпраздничной суеты и провести это время в кругу семьи. از ایدر دقیق دوچه پیامبری سنت دیال ایلچنو لیل دیاد دولش دل حمد از پیامبر علیه الصلاة والسلام سنت شی حدول دیاش دن ثانی سودتش آخری و هاو دیال ایلچه صلی الله علیه و سلم. دقیقی کاستا أخوی مارخی باشق بالش خالچه از ایدر سووا ویت گیت حد سوی قاملی دقناخ درج وتدج وعشی و مارخ قابل دوسج. سباده تخن احتاج دل حال چالخنی حال ده تخن بسوناخ دقیقه دل حال. از مال حال دالچه او درجه یلجول خیه. تاخ از او درجه چه ویک پیامبر حقیقت ویک فدیدیس حیان دال یلچنو علیه الصلاة والسلام. از بالت قاچه چه مشتخل بیزنا حیان پیامبر. پیامبر یوخ علیه الصلاة والسلام از او شداخ چه میک از او دیچه سگشر آرمدولاش قش میک دیان شان خجی چه سمیک دچه مغولاش و دال یلچنو. سویاه دالچه از او دایوخ مقهلاش یاخد از پیامبر یاخر صلی الله علیه و سلم. داخل دال شکر انته ویک أمر دات دال ويك واسكت دات ويدير مج لوردي أن دال شي لوردي تيساش بخي هم حمد سجي دغ دال باي مرق سدوتش دال شي تيسات لوردي أن لكن وش دال شي قرآن ته ولا تقتلوا أنفسكم شي دير مج مدوا ديوه دال إن الله كان بكم رحيما دال شاتساني تخيت مي وحنوخ الله شي قرآن ته أخك تخن أزمار قابل دا حماج إيدش دا حماج أوتدات أن تخن دال ويغ بيقبل بات مخوي تأخ والله يلزر دواتش خاين شها حل خرزام شها ويدق حمدوا دوتش سو از ایدنی از ده همش ثانی است هم دق هم دو از دق هم دو أخن زمان ده هتوت دو هن ألچه هیچ دوز لهم سخت تلخ أن زمان لام که لوردی ده أرداق احتو خلرس داخل أخن زمان شهش آدق ده هم دقوسج ناخ از بوهلیل بون داخل سودی نها دایولقج نسکی دالوجوجل ناخ ارسو دق خلر بهندولج جی کشمش که عقوس اج ده هماج عقوس کشمش از هم دیال ریاض واتش دو لهم ده دال مدی آخر لهم ده است داقاست هنزوی بلغل دیاش ده پر هنزوی احتاج حال چه از او دیگر در فدر ایالش میخواهش که اجدا همش می ایدی تهنوی از مارک قابل دیت سعادت سر آن از مارک قابل ویدیات دات سر آن و این سخاله مسقال زرت مثل قدولش هم دات و میل هم ایشلش هم دات تهنوی گه و دو خوینسلوز و یک حد و عید ده حد عید دیتی حد تهن دال فرض دیا دوج رزب دت هم داغی وی هنداغ ایالچه و نخ لربرده و نخ ظلمین کل هر باخرده از لزر ناخه دایوه داد دوات سجى دال فرض دیا دوجله رزب دتادوي تحق نجحسنا زوي سخان لها وين سفارغتو يعني حمخلي زوي خام خب هبغد زوي خام خن حمديسي زوي عيد دوات سجى خلي از عيد در دق دوجل سنة از شرط اما دواغش دات تحق رزب دتاخلشي از عيد دت ديقر خد وي نجحسنا ويك از دت يعني ويجي والي نجحسنا وي عالم نخ تحق هنسك استا أخ زمن ته حل خرزامن چه خارج هدی الر که زی حماج دادر داق است هنس أخ زمن ته نخلور لی ناخق آرملیل یاخش دوجوش زمن چه است اجدا حماج ایدش اجدا حماج زی دادر از چه خارج هده بوسل بجری الله شی أخ بزچ مرخبه حرمت ده دال شی وینتیر سقطو وینتیر بال دال ده ای بولب وینتی احتاج آغا چالخنی حالده خال حالده و زمین کمده و کزیک نخده الله شی أخبالغه أخسقطونه دال دکانس کل هر دواخل به دال شی و روز حدیله و عید حدیله و مرش دی دال شی احتولول بین. Роспотребнадзор назвал температуру воздуха, которая убьет инфекционную активность COVID-19. Стоит дождаться температуры воздуха плюс 30, как коронавирус тут же потеряет свою инфекционную активность. Об этом ведомство сообщило сайту stopcoronavirus.rf, который ранее просил ответить на данный вопрос. В ответе Роспотребнадзора также сообщается, что разрушение вируса происходит под воздействием солнечных лучей и при низком уровне влажности воздуха.
В то же время эксперты продолжают настаивать на том, что полностью разрушить коронавирус способна только температура плюс 70. Полностью отвергать и точку зрения специалистов Роспотребнадзора тоже не стоит. Как известно, эпидемии гриппа не случаются в летние месяцы. Именно поэтому вирусологи, прогнозируя вторую, а некоторые даже и третью волну, называют осень. Малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса, предлагают кредитные каникулы. Отсрочку платежей по кредитам и займа можно оформить на срок до 6 месяцев. И тут есть свои нюансы. Кто может рассчитывать на каникулы от банка и как их получить, расскажет Диана Дударова. Однако, прежде чем обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора, необходимо соблюсти ряд условий. Каникулы по потребительским и ипотечным кредитам могут быть предоставлены, если доход заемщика за последний месяц снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. Есть определенные критерии. Это по ипотечным кредитам до 2 миллионов рублей, по автокредитам это 600 тысяч рублей. По потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей 300 тысяч рублей, для обычных физических лиц, для потребительские кредиты для физлиц 250 тысяч рублей и кредитные карты 100 тысяч рублей. Вот эти лимиты, вот эта градация, если клиент подпадает, он приносит документы согласно данному же федеральному закону, там определенный перечень есть, какие документы он должен предоставить в банк. Снижение в пользу поддержки экономики. Центральный банк перешел в область мягкой денежно-кредитной политики. Так, 24 апреля банк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 5,5%. В связи с этим, вот с 6 мая Сбербанк точно так же снизит ставку по своим кредитам. Например, по ипотеке эта ставка будет составлять, если ты покупаешь в новостройке, 6,2% годовых. Это для новостроек. А рассчитать и подать заявку можно на сайте domclick.ru. Ставка на приобретение готового жилья примерно составит 8,1% годовых. Хочу отметить, что ранее Сбербанк запустил прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на приобретение квартир в новостройках. Банки президент страны отнес к объектам стратегической важности. На передовой сегодня находятся не только врачи, но и сотрудники банка. В период пандемии все отделения продолжают работать в режиме фронт-офис. Тотальная дезинфекция, социальное дистанцирование, максимальная защита. Все сотрудники в масках, перчатках и даже в щите. На каждом столе диссредства. При этом соблюдается расстояние с клиентом в 1,5 метра. Границы очерчены красным цветом. Кредитные организации оперативно реагируют и на случаи, когда возрастает поток клиентов. Во избежание очередей увеличивают количество сотрудников, работающих временно на удаленке. Такие меры нисколько не смущают самих клиентов, напротив, только приветствуют. Конечно, маски, безопаснее. Обязательно надо на расстояние не меньше 2 метров. Я так считаю. Потому что очень опасно, и я думаю, это необходимо так делать. Тем временем банки находят ряд преимуществ в режиме самоизоляции. За последний месяц в регионе наблюдается рост финансовой грамотности населения. Очереди в клиентских залах сократились, а пользователей удаленных каналов обслуживания становится все больше. Также клиенты банка могут, не нарушая режим самоизоляции и не посещая банк, оформить и получить кредит. По сравнению с прошлым годом на 60% увеличились платежи населения через удаленные каналы. Допустим, на 22% увеличилось вообще полностью все операции, увеличились через удаленные каналы. Это мобильный банк, Сбербанк онлайн и так далее. На 30% увеличились заявки по кредиту онлайн. То есть, сидя дома на сайте sberbank.ru, люди забивают кредитную заявку и без посещения офиса им одобряют, деньги зачисляются на карту. Также резко возросло количество жителей, предпочитающих услуги эквайринга. Не секрет, что вирус достаточно долго сохраняется на банкнотах. По этой причине начали почаще прибегать к безналичной оплате. Правда, такими условиями для клиентов могут похвастаться совсем небольшое количество торговых точек региона. Скорее всего, это те магазины, те индивидуальные предприниматели, у которых стоит этот терминал, неважно какого банка, они сейчас, скажем так, испытывают конкурентное преимущество перед другими, потому что люди
сейчас, боясь заразиться, боясь расплачиваться наличными между собой, вот эти сдачи, бумажные деньги, они предпочитают карты. Призываю индивидуальных предпринимателей и там, всех, кто работает в торговле, обратить на это внимание. И, я не говорю, что это там будет Сбербанк и так далее, просто учесть, что люди, приходя к ним, должны иметь возможность расплатиться картой. Отсюда можно делать вывод. Для цифровой составляющей экономики коронавирус стал плюсом. Интернет-сервисы приобрели исключительное значение. Все компании стараются адаптироваться под условия новой реальности. Однако эпидемия пагубно скажется на экономике страны и снизится на 3,8%, считают экономисты. Располагаемые доходы на 6,5%. А в 2021 году эти показатели вырастут на 4,8% и 6,1%. Диана Дударова, Ахмед Гандаров, Новости 24. Госавтоинспекция МВД по Ингушетии обращается к гражданам, что в связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, прием граждан регистрационно-экзаменационным подразделением ГИБДД с 31 марта текущего года осуществляется только по предварительной записи. Заявителям рекомендуется обращаться в Госавтоинспекцию по регистрации автотранспортных средств, сдаче экзаменов и выдаче водительских удостоверений в электронной форме посредством сервиса «Единый портал государственных услуг». Пропуск граждан, записавшихся предварительно через портал госуслуги, осуществляется в назначенное в заявке время. Повлияют ли капризы погоды на урожай? Обильные осадки, вызвавшие подъем уровня реки Сунжа, нанесли урон нескольким десяткам частных подворий. Но масштабов катаклизм, к счастью, не приобрел. А вот сопровождавший ливни град застал врасплох региональных аграриев. Особенно удручающая картина была в Кантышево. О нанесенном ущербе и как справляются с последствиями града в КФХ Кадзоев расскажет Хава Гагиева. Для Магомеда Кадзоева этот сад – самое любимое место. И не зря, ведь он посвятил 16 лет сельскому хозяйству. Этого времени вполне хватило для того, чтобы набраться опыта в сфере агрономии. Собственное дело ведет уже 5 лет. И если сейчас сад может похвастаться своим разнообразием, начиная от китайского финика, заканчивая арахисом, то совсем недавно здесь была лишь твердая каменистая земля. Посажено 5 гектаров сада, 2,5 гектара малины, полгектара этого ежевики, и там питомники, еще немножко места оставили. Мы всего у нас 8 гектаров для посадки огурцов и помидоров. После обильных дождей, которые обрушились на юг России несколько дней назад, для Магомеда Кадзоева наступили тяжелые времена. Градины с размером в крупную ягоду чуть ли не уничтожили молодые посадки садоводов, обломав ветки деревьев. А ведь хороший урожай начинается с качественного саженца. В этом году одному не повезло, другому повезло, можно сказать так. Сначала, когда началось цветение, пошли морозы, и пришлось укорочать дерево, укоротить. Только мы кончили, вот недавно прошел град, вот вы видите, деревья, что от них остались-то. И сейчас в данное время мы сейчас сегодня-завтра сыро начнем, поработаем немножко, что можем, поправим, что нет, то придется пересажать деревья. Ну, процентов 60-70 это уже, считай, этот град угробил. У Магомеда Кадзоева есть своя любимица в саду – малина. Садовод признается, только благодаря тому, что культура неприхотлива, урожай можно будет все-таки спасти. Главное – уход. А воды много не бывает, отшучивается мужчина. К слову, в КФХ это ягоды 20 тысяч кустов 2 видов. С каждого куста эта малина полька называется. При хорошей работе, при соблюдении технологии за уходом, каждый куст должен дать там, до 7 килограмм. Вы немножко видите, это там немножко светленькое, это она темная должна быть. Это после града, но это все это восстанавливается. Даже у нас в данное время есть такой препарат, эгогуми называется. Это препарат 1 литра, это эгогуми заменяет 25 тонн навоза. Вот мы в данное время сейчас начнем применять его.
Нельзя забывать и про подпитку саженцев специальными удобрениями и лекарствами от вредителей. Зачастую именно своевременное лечение приносит хороший результат. В прошлом году этот ряд принес порядка 30 ведер объемом почти в 3 килограмма. Сейчас вот готовимся на опрыскивание. Сейчас после этого обильных дождей обязательно надо внести медосодержащие препараты. И также сейчас всякие паразиты появляются, тля, там, тлипсы. Но для них у нас препараты имеются, в данное время есть. И вот появится погода, и начнем поработаем. А с прошлого года Магомед Кадзоев начал расширять свое хозяйство. После того, как созрели первые ягоды, запустил производство собственного продукта – малинового варенья. И теперь садовод подумывает о создании цеха. Договариваемся с одной предприятием мини-цех установить. Как мы там сказали, у нас малины много будет. Будем делать и варенье, и компоты, только в натуральном виде, без всякого консерватора. Уже совсем скоро можно будет насладиться плодами этого года. Ну а пока главная установка по-прежнему – никакой химии. И тогда никакой дождь, град или засуха не испортят хороший урожай. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24. По современным технологиям со сроком на век в Магасе продолжаются работы по реконструкции моста. Он находится при въезде в столицу. Сооружение было построено еще в 1996 году, и со временем ремонт стал крайне необходим. Сейчас дорожники заняты укладкой и выравниванием асфальтобетонного покрытия. О качестве и сроках строительства Михаил Тангиев. Несколько бригад дорожных строителей при помощи современной рабочей техники с утра и до вечера заняты восстановлением моста. За рулем погрузчика сидит мастер своего дела Ахмед Тутаев. Дорожным работам он посвятил более 5 лет и поэтому к делу подходит со всей ответственностью. Из-за погодных условий работа немного тормозилась у нас. Сейчас погода наладилась. И условия тоже на работе нормальные. У нас никаких проблем не было с начала работы. И осталось тут немного там. Доделки всего, асфальт положимся, осталось доделки мелкие. Ремонт на этом участке автодороги начался в начале октября после того, как был подписан договор между Управлением федеральных дорог Кавказ и генеральным подрядчиком. Впереди предстояло немало работ. С левой стороны моста были демонтированы плиты перекрытия, были по новым отметкам устроены подферменные площадки. Плиты были полностью проверены, очищены, монтированы на место после устройства новых подферменных площадок. Частично были заменены на новые плиты, устроен 2 слоя асфальтобетона. Рабочие уже завершили работы на одной полосе движения и перешли на вторую часть моста. Реконструкция идет с применением самых современных технологий при дорожном строительстве. Тут итальянские специальные химические составы применили. Раньше, где гидрошов, там разрушался асфальт. Сейчас вы сами можете увидеть там другой состав. Очень дорогостоящий состав применили по новой технологии. Здесь 3000 чем-то тонн вес на этом мосту. Еще может столько же и выдержит. Позади монтаж железобетонных плит, устройство выравнивающего слоя и гидроизоляция. Сейчас ведутся работы по укладке одного из самых качественных видов асфальта. Далее предстоит установить деформационные швы и нанести дорожную разметку. У нас останутся объемы по монтажу покрытия тротуаров и перильных ограждений. Но проезжая часть, уже работы на проезжей части будут завершены, движение в полном объеме будет запущено. После завершения всех строительных работ грузоподъемность моста при въезде в столицу региона увеличится до 100 тонн осевой нагрузки. Запустить полноценное движение на этом участке планируют 30 ноября 2020 года. Специалисты утверждают, после ремонта этот мост обещает прослужить еще не 1 десяток лет. Михаил Тангиев, Магомед Искиев, Новости 24. С девизом «Сидим дома и тренируемся тоже дома» ингушские спортсмены выступают за здоровый карантин. Акция, запущенная Министерством спорта Ингушетии, набирает популярность. Онлайн-тренировку в социальной сети на этот раз провели Абукар Гиндиев и Рашид Кадзоев. Мастер-класс собрал большую аудиторию. К просмотру эфира присоединился и наш корреспондент. Двукратный чемпион мира по ММА, чемпион Кубка Европы по дзюдо Абукар Яндиев и мастер спорта России по боксу, обладатель Кубка России Рашид Кадзоев встретились не в бою на ринге, а по ту сторону 2 экранов. Карантин затронул и спортсменов, тренировки теперь проходят онлайн.
Любой желающий мог наблюдать за спортсменами и повторять за ними упражнения. Для этого нужен был компьютер или смартфон и доступ в интернет. Спортсмены всем своим видом показывают, что самоизоляция для них не помеха, а напротив, где как ни дома можно сосредоточиться и пустить мысли в правильное русло. Еще и под наставление тренера. Боксеры, дзюдоисты, последователи бокса и ММА. Все в прямом эфире. Для ног вот то хорошего есть. Сейчас я покажу. Эфир уже на 3-й минуте привлек внимание 400 зрителей. Это пример того, что наблюдать за успешными спортсменами и тренироваться с ними наравне занятие увлекательное и актуальное во время карантина. Абукар и Рашид – спортсмены, которые заслужили высоких наград, и достигли они успеха благодаря усердным тренировкам. Вот только у обоих разные направления и подготовка отличается. Онлайн-тренировка стала для сегодняшних тренеров хорошей возможностью позаимствовать опыта друг у друга. Много проблем бывает с кистями, кисти болят. Вот для укрепления кисть, пальцы, какие упражнения еще можешь показать? Ну, брат, в принципе, можно с гантельчиками, можно для кисти. Отжимания, да, тоже можно? На Да. На пальцах, да, тоже? Да. Давай я тогда сделаю такие. Из-за новой пандемии закрыли все залы, кружки и тренажерки. Для спортсменов карантинное время не повод запускать форму. И в домашних условиях можно оттачивать удары, нарабатывать приемы, следить за массой и телосложением. Я считаю, что во время карантина необходимо правильно питаться, но и не только правильное питание, но и нагружать свое тело с тренировками. И я думаю, что это поможет не только привести мышцы в тонус, но и укрепить иммунитет, который так необходим в борьбе с заболеванием. Параллельно тренировки чемпиона отвечают на вопросы, делятся с подписчиками опытом и мнениями. Такие акции способны вдохновить население и подарить бесценный опыт известных спортсменов. В данной ситуации с карантином, самоизоляцией, я думаю, это хороший вариант. Делать онлайн-тренировки с тренерами, под контролем тренера. В любом случае, это лучше, чем самому заниматься. Даже профессиональный спортсмен, когда его контролирует тренер, это намного лучше, безопаснее. Тренировки дома проводят 2 раза в неделю. Следующие занятия уже в субботу. Подробную информацию можно узнать на странице Instagram Минспорта Ингушетии. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь дома и на канале Ингушетия.